Добрый вечер, я Алексей Романов, это канал Ньюсейдер. Чеченские начальники опять угрожают российским журналистам, на этот раз за материалы о преследовании геев в Чечне. История знакомая. Большие важные чеченцы возбуждаются всякий раз, когда в России обостряется политическая обстановка. Случайно это или нет, не знаю, но ребятам в Кремле, кажется, это нравится. Когда мы начинаем обсуждать не проблемы нашей страны, а каких-то там бородатых чеченцев. Ну что ж, Чечня так Чечня, хорошо, давайте поговорим о Чечне. Но только по-взрослому поговорим, серьезно, не пряча голову в песок. Серьезный разговор о Чечне может состояться лишь в том случае, если мы сами себе предварительно признаемся в нескольких неприятных вещах. Вот первое, пожалуй, самое неприятное из них. Мы боимся чеченцев. Мы – это рядовые горожане, жители городов, население социальных сетей. Я не говорю сейчас о каких-нибудь отмороженных националистах или там безбашенных ОМОНовцев, которые заявляют, что они черта лысого не боятся. Не знаю. Мы же вот простые люди, боимся чеченцев. Своим самым глубоким, неуправляемым, парализующим страхом. Они – это наш главный кошмар. Когда нам по телевизору показывают боевиков какого-нибудь ИГИЛ, мы себе представляем боевиков чеченских. И это не случайно. Нас долго учили бояться чеченцев. Начал еще Ельцин. Помнится, было время, когда ему пора было ложиться на рельсы, а не хотелось, и тут вдруг Чечня, война. А война все спишет и списала. А заодно записала что-то там на подкорку, в наше бессознательное. Ну а потом пришел Путин, и стратегия «запугай избирателя чеченским бандитам» стала вообще основной, государственной. И я не знаю, кто больше сделал для успеха этой стратегии. ФСБшники, которые закладывали взрывчатку в подвалы жилых домов, или телевизионщики, которые создавали образ врага чеченца. Вот лично для меня переломным психологическим моментом стала одна итоговая программа, кажется, на России, которую вел Николай Сванидзе. То есть это прайм-тайм, выходной день, и он вдруг без предупреждения на весь экран крупным планом показывает видео, где отрезают голову в Чечне нашему солдату-срочнику. И все. И вот разумом с того момента я понимаю, что Сванидзе подлец, что это психологическое давление, что это война, а ужасы войны, они обоюдны, а вот организм каким-то стал другим. То есть вот разумное, сознательное, человеческое осталось прежним, а бессознательное, животное изменилось. Вот. Мы боимся чеченцев животным страхом. Мне тяжело это говорить, вам, я думаю, тяжело это слышать, но знаете, это как психоанализ. Пока ты вслух громко не скажешь о своих проблемах, ты от них не избавишься. Вторая вещь, в которой мы сами себе должны признаться, мы не знаем чеченцев. Знаете, вот есть такой хороший показатель, насколько мы знакомы с тем или иным народом. Впрочем, это и к отдельному человеку относится. Это можем ли мы в его отношении по-доброму пошутить? То есть, если ты кого-то по-доброму подначиваешь, то ты знаешь ту грань, которую нельзя переходить. Ты вообще знаешь этого человека, этот народ. Потому, собственно, и можешь по-доброму над ним шутить. Так вот, есть добрые шутки про украинцев, про евреев, про татар, про грузин. Есть анекдоты про чукчи, есть армянское радио. А вот добрые шутки про чеченцев есть? Вот я лично не знаю ни одной. И лично для меня это серьезный показатель. Ребята, мы не знаем чеченцев. Мы 200 лет с ними контактируем и не знаем их. Ну и третья вещь, которую обязательно надо артикулировать, называть, проговаривать. И она вытекает из первых двух названных. Если мы кого-то плохо знаем и при этом его побаиваемся, то едва ли мы можем его любить. Мы не любим чеченцев.
Едва ли мы их ненавидим. Многие за ненависть принимают свой страх, но любви здесь нет уж точно. Вот таковы, на мой взгляд, три основных субъективных обстоятельства, которые надо принимать во внимание, думая, что нам делать с чеченской, точнее с российско-чеченской проблемой. Мы боимся чеченцев, мы не знаем чеченцев, и мы не любим чеченцев. Ну и есть еще парочка, скажем так, объективных обстоятельств, которые тоже надо проговорить. Россия воюет с Чечней уже 200 лет. В этой войне были паузы, были перемирия, но никогда не было настоящего мира. Чечня в этой войне понесла совершенно чудовищные, абсолютно чудовищные потери. Я даже не берусь оценивать их масштаб. Но и Россия понесла огромные потери. Людские, материальные, психологические. Поэтому наш с вами национальный интерес, а если хотите, наш моральный долг – войну в Чечне прекратить. Нам нужна мирная Чечня, нам нужен мир с Чечней. Это первое обстоятельство. И второе. Все 200 лет, сколько Россия контактирует с Чечней, российская власть использовала ее в качестве инструмента для проведения своей самореакционной политики. При царях на Кавказ ссылали неугодных, имея в виду, что те там, на Кавказе, имеют прекрасный шанс получить пулю в лоб. Сталин использовал Чечню для того, чтобы стравливать народы и с легкостью затем ими управлять. Ну а Ельцин и особенно Путин сделали из Чечни вообще масштабируемую технологию. Да, это именно технология. Вот смотрите, в Молдавии есть Приднестровье, с помощью которого Кремль в достаточной мере может Молдавию контролировать. В Грузии для этих же целей создана Южная Осетия, но вот в ее нынешнем качестве. В Украине, пожалуйста, ЛНР, ДНР. Ну, а для контроля над Россией у них есть Чечня. То есть вот та самая проблемная территория, управляя которой можно управлять всей остальной большой территорией. Другими словами, кто управляет Чечней, тот управляет Россией. Это, кстати, повод задуматься над степенью реального всевластия Рамзана Кадырова. Думаю, все-таки дутая у него всевластие. А вот роль Чечни в России не дутая. Однажды из-за Чечни, точнее из-за чеченских проблем, мы уже не смогли стать нормальным демократическим государством. И рискуем потерять этот шанс еще раз. Поэтому объективные наши критерии можно сформулировать следующим образом. Во-первых, нам нужен мир с Чечней, а во-вторых, нам необходимо избавиться от чеченской зависимости. Нам нужна независимая Чечня. Вот. Таковы объективные критерии, которые надо учитывать, ну и субъективные, вот давайте я вам их напомню, только опираясь на которые мы можем дать серьезный ответ на вопрос, а что нам делать с Чечней, каков план. Дальше об этом. Понятно, что речь идет не о современной России, а о России новой, будущей, демократической, о России, которая отринет от себя все старое, очистится, возродится, ну и заодно получит шанс по новой наступить на свои излюбленные грабли. Ну вот представьте на секундочку, приходит к власти какой-нибудь условный Навальный. И в точности, как он нам обещал в предвыборной своей программе, в первые же дни подписывает серию указов, суть которых можно передать тремя словами. «Хватит кормить Кавказ!» И что последует дальше? А в точности то же самое, что было в начале 90-х. Оставшись без денег, но с оружием, Чечня начнет компенсировать одно другим. Через полгода у них вспыхнет гражданская война, затем волна терактов прокатится по России, а затем начнется третья чеченская, точнее, правильно, конечно, говорить, чеченско- российская. А война – это конец свободе.
Я думаю, что этот лозунг «Хватит кормить Кавказ», он самый опасный для будущей России. Он может перечеркнуть все. Он похоронит наш шанс стать нормальной страной еще как минимум лет на 30. Мы не должны допустить новой российско-чеченской войны. И при этом мы не должны откладывать решение чеченской проблемы. Решение чеченской проблемы лично я вижу только одно. Мы 200 лет пытались сделать из Чечни Россию. Пора наконец-то осознать бессмысленность этих попыток и остановить эту кровавую бесконечность. Мы должны отделить Чечню. Если потребуется, то сделать это даже против воли самой Чечни. Хотя, конечно, это аргумент слабый, потому что в современных условиях волю Чечни мы не можем знать. Можно не говорить «отделить», не использовать этот термин. Можно пользоваться термином, который был принят в либеральной журналистике российской прежних лет – «освободить Чечню». Но это будет не совсем точно и не совсем честно. Дело в том, что решение о нашей дальнейшей судьбе мы должны принимать, исходя из наших проблем, учитывая наши проблемы, и исходя из наших интересов. Мы не можем определять свою политику в отношении Чечни, глядя на поведение Чечни. Знаете, вот как в XIX веке Россия приняла решение присоединить чеченцев, так в 21 веке она должна принять решение отсоединить чеченцев. Ни тогда, ни сейчас их самих об этом не спрашивая. Такой вот империализм наоборот, или, если вам больше нравится, финальная итоговая стадия обычного российского империализма. Надо отделить. Вопрос в том, как это сделать. Лично мне наиболее рациональным, реалистичным видится такой механизм. Это признать незаконными, преступными обе войны, российско-чеченские. И это автоматически приведет нас к признанию тех органов власти, которые там до этого существовали. Помните, Дудаев, Масхадов. Вот. И их преемники должны считаться, наверное, настоящей властью в Чечне. И с ними, наверное, следует подписать всеобъемлющий, объемный, огромный мирный договор. С определенным и немаленьким переходным периодом. Ну, я не знаю, год, два, полтора, 3 года. За этот переходный период Россия должна будет определить пограничный режим с Чечней, саму линию границ. Должна будет аккуратно разделить финансовые и бюджетные системы. Должна будет плавно передать те полномочия, которые сейчас находятся у федеральных органов власти, в руки самих чеченцев. И, наконец, провести демилитаризацию Чечни. Вот это, пожалуй, самое главное. Мы должны будем вывести из Чечни не просто все системы серьезного вооружения. Надо постараться вытащить оттуда каждый патрон, и каждый этот патрон с бухгалтерской точностью посчитать на границе. Это будет сделать непросто. Возможно, придется вводить вот во время этого переходного периода какие-то дополнительные воинские контингенты. Но это будет и большой торг. Да, что-то можно забрать просто за счет административного нажима, а что-то придется выкупать. И не важно, как много денег мы на этот выкуп потратим. Война в любом случае будет дороже. И вот здесь мы плавно переходим ко второй части ответа на вопрос, что делать с Чечней. Я думаю, то, что я говорил до сих пор националистически настроенным гражданам, более или менее нравилось. То, что я буду говорить далее, думаю, понравится им в меньшей степени. Итак, пункт 1 плана – отделить Чечню. Пункт 2 – ответственность перед Чечней. Моральная, правовая и экономическая, материальная. Я думаю, что власти новой демократической России должны будут бесспорно, раз и навсегда, для того, чтобы избавиться от этого чеченского проклятия,
заявить о преступности российской политики в отношении Чечни, начиная с царских времен. Вторжение, оккупация, аннексия, массовое убийство, выселение, поражение в правах, десятилетия колониальных войн – это преступления, и таковыми их надо назвать и признать это. А если есть преступления, то и есть преступники, а преступников в демократических странах принято наказывать. Начиная от самых высоких чиновников, которые принимали решения, и заканчивая последними исполнителями. Я думаю, это вообще может быть некий процесс, напоминающий процесс денацификации фашистской Германии после Второй мировой войны. Фильтры, суды, трибуналы, поражения в правах. Масштабно, массово. У нас тысячи, десятки тысяч ментов совершали преступления в Чечне. Они должны быть наказаны. У нас должны быть тысячи процессов, аналогичных процессов над Будановым. Это надо сделать. Если этого не сделать, то все повторится. И, наконец, проблема материальной ответственности. Даже когда Чечня станет полностью независимым государством, мы должны будем продолжать платить ей много. Как сейчас, а я думаю, даже больше, чем сейчас. Это не дань, это не репарации, когда побежденный платит победителю. Это компенсация за совершенное преступление. Это возвращение морального долга в денежной форме. Ну и, наконец, это просто в наших с вами интересах. Без российских денег Чечня не станет, во всяком случае, в первые годы нормальным государством. Зато там будут гражданская война, бандиты у власти и будет экспорт насилия. Мы несем ответственность не только за наше прошлое, мы должны отвечать за наше будущее. Естественно, нельзя платить так, как это делается сейчас, когда половина денег возвращается в Москву в виде откатов, а вторая половина оседает в карманах Кадырова. Нет, нам придется придумать какие-то новые схемы для финансирования Чечни. Не знаю, платить деньги, проводить деньги через какие-то общественные организации, платить конкретным предприятиям, конкретным отраслям экономики. А может быть, это будут вообще индивидуальные, персональные выплаты. Надо думать. Ну, заранее можно сказать, что это будет очень серьезный торг с нынешней чеченской властью. Примерно такой же, как вот я говорил о торге в отношении оружия. Да, по большому счету, деньги и оружие вот, в чеченской ситуации это одно и то же. И поэтому найти правильные, новые, контролируемые, эффективные, нужные для России русло для финансовых потоков направления Чечни, это сделать еще один шаг в сторону от войны. Но это еще не все. России придется зарезервировать и, скорее всего, потратить огромные средства на то, чтобы спасать, вывозить и обустраивать в России тех людей, которые не смогут или не захотят жить в новой независимой Чечне. И не важно, сколько людей окажется таких вот. Мы всех их должны будем принять и обустроить. Но и это еще не все. Нам придется с утроенной энергией вкладывать деньги в развитие Дагестана и Северного Кавказа. Это неизбежно, когда рядом окажется новое независимое государство. Ну а все вместе выплатить Чечне, спасение людей, которые не желают жить в Чечне, развитие Северного Кавказа, все это, конечно, колоссальные деньги. Но вы знаете, какой-нибудь военно-промышленный комплекс, на котором сегодня наживаются какие-нибудь Чемизов с Рогозиным, он ведь обходится России дороже. Другими словами, у России есть деньги для того, чтобы ответственно и цивилизованно решить чеченскую проблему и открыть себе дверь к нормальному будущему, войти в число нормальных стран. Но если таких денег не окажется, то их надо будет найти для того, чтобы ответственно и цивилизованно решить
чеченскую проблему, открыть себе дверь в светлое будущее и войти в число нормальных стран. Вот такой у меня получился чеченский план. Отделение и ответственность. 2О. Нормальное название для плана, хотя, наверное, можно по-другому. О2, да? Кислород. А ведь в самом деле, не сделав этого, Россия так и не сможет по-настоящему вольно, свободно вздохнуть. Новая Россия – это обязательно новая Чечня. И если не изменится Чечня, то не сможет измениться и Россия. Я Алексей Романов. Счастливо. Увидимся.